Всем привет, друзья! Вторник, 30 мая, 7 часов утра. Едем на проверку наших продольников. Они не были проверены уже, получается, 1,5 суток. Вчера, 29-го, мы вообще не проверяли. 28-го проверили только утром. Вечером проверил Серега всем семейством под дождем. Вы этот ролик, скорее всего, уже посмотрели. Вот, объясню, почему не проверял вчера. Вчера с утра дул сильный ветер, я проснулся, посмотрел, что, думаю, дурак что ли, такую волну идти, не пойду. Решил заняться делами по хозяйству. Думаю, посажу морковку, тудым-сюдым, одно, другое, третье, столбы поменяю. Ветер утихнет вечером, и я поеду. Ага, утих. Ближе к обеду пришли тучи и начало просто поливать. Посмотрел прогноз, а он до 5 утра прогнозирует сильный дождь, ливневый дождь. До этого еще я вот успел выкосить травку. Ну, хотел посадить морковку. Смотрю, очень много травы выросло уже. Вот такой вот по колено уже выросло. Вот по колено вот эта трава выросла, там такая же. Выкосил все там, сложил доски, что привез. Все выкосил возле грядок, ту сторону. Начал косить здесь. Все здесь выкосил. Вот наши тюльпанчики вот начали идти в рост. Оказывается, им просто не хватало влаги. Из-за этого они были вот такие малюсенькие. Теперь все, они пошли тоже расти. Вон какие высокие красавцы, как и прошлый год тоже стали. Вот такая вот красота. Эти розовенькие вообще красотулечки. 2 штучки остались, самые первые у меня. В общем, не успел я даже докосить, получается, вон. Там немножко осталось, вон. Вон, по сравнению с соседский участок. Здесь, ну, в общем, не успел я докосить, пошел дождь. И не переставая поливал до вечера. Посмотрел прогноз, он поливает до утра. Вечером я тоже не поехал на проверку. Поливал всю ночь, просто поливал. Червей тут было, вот это все ползало, кишело червями. Вот тут вот на поле просто было не наступить. Собрал червей, не копая немножко. Да, ну как немножко? Нормально собрал, а весну хватит. Вон, сейчас секунду покажу. Земля, которая была сухая, 2 недели толком не было дождя, нормально брызнет, перестанет. Полностью пропиталась влагой и до такой степени, что даже вот здесь, смотрите, вон стоит лужа. Вон здесь стоит лужа, земля даже больше не пропитывает, вон. То есть она так насыщена водой, что больше не пропитывает. Надо будет сделать канаву сегодня, чтобы спустить эту воду. Я не знаю, вот как сажать картошку в такую землю. Или что бы было, друзья, если бы я поспешил, соблазнился бы на хорошую погоду, то что да, тепло, земля прогрелась, май месяц, взял бы и посадил картошку. И чтобы как бы, представляете, как бы она здесь росла в этой воде. Так что никогда не надо спешить, никогда не надо смотреть на... Вон до сих пор вот эти червячки вот ползают. Вот вчера вот этих червей было просто километр. Собрали их кучу. Вот, никогда не надо спешить. Старые люди сажали в июне месяце. Они вообще в числах 10 июня сажали, не раньше, помню. Значит, некуда торопиться. Сейчас надо ждать, пока эта земля вся просохнет, вода уйдет. И только после этого вспахать. Заодно вся эта зелень ляжет, лебеда. Вот если бы я рано посадил, вот этот мусор уже вырос бы быстрее, чем картофель. Да ничего бы, картошка бы точно не выросла. В такой воде она бы просто задохнулась и все. Вот, так что никогда не надо спешать. Многие у нас в деревне уже вспахали, посадили. Не знаю, какой у них будет урожай, особенно на тех землях, где глиняная почва. Она просто, картошка этой воде просто, мне кажется, задохнется. Вот, это коротко о сельском хозяйстве. Сегодня у меня рабочий день. Едем
проверяем, скорее всего, даже не проверяем, ну, насаживаем живцами, потому что за полторы суток Серега там насаживал на 4 продольника, говорит, не хватило, насадил червями, живцов не хватило. В общем, идем смотрим ловушки, если есть живцы, насаживаем живцами, если живцов нет, насаживаем червями, которых я вчера собрал. Отработаем и после работы проверяем. Вот, как-то вот так. Все, погнали. Вот такая вот бывает погода у нас на севере. Вроде все хорошо, все лето. В принципе, я ожидал, что будет снег, но вместо снега вот такая вот катавасия. Проливной дождь, ливень. Никогда не надо спешить. Никогда. У природы нет плохой погоды. У природы иногда просто бывают аномалии. А где-то сушит. На Урале вот сушит. Ни капельки дождя. Там ждут этого дождя, как не знаю чего. Но там его нет. Все, погнали. Так вот мы и на нашей матушке Печоре. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что несмотря на проливные дожди, вода просто катастрофически падает. Вот наша метка, которую я установил позавчера вечером. Вот. И пошло-поехало. Почти на метр упала вода. Почти на метр. Даже видно, что после того, как Серега вот взял отсюда живцов, тоже все упало. Это мы оставляем здесь. Это наша ловушка. Что мы здесь видим? О, мы здесь даже малько видим немножко. Это хорошо с одной стороны. Сейчас возьмем. Даже немножко малечка влезла, летел. И вот наш барабан тоже все на суше. Буквально дня 4 назад он еще был там возле лодки. Тоже все это дело мы сейчас... Ну, в принципе, он пустой у меня сейчас пока. Пока он пустой. Ну, надеюсь, что-нибудь сегодня мы в него положим, пока будем работать. Так что пусть пока плавает здесь. Вот еще одна тюрьма пустая. Как-то вот так. Несмотря на обильные дожди. Сейчас посмотрим, сколько затекло в нашу лодку. О, почти пол лодки воды. Вода продолжает падать. Но это, я думаю, все равно временно, потому что такое обилие осадков все равно, наверное, дадут подъем воды по-любому. И вода, наверное, сейчас немного будет прибывать. Это чисто мое мнение. Сейчас вычерпываем воду. На полных парах едем. Сначала забираем живцов и потом на речку наживлять наши продольники, которые 1,5 дня уже не проверены. Ничего страшного. Рыбу мы уже наловили. И мы, как говорится, я не враг своему здоровью, чтобы в огромную волну или проливной дождь выходить на проверку. Это не сеть, и рыба, даже если там есть, она будет, даже та, которая не сорвалась, она не подохнет, она будет живая. Так что нет смысла рисковать здоровьем, жизнью. Все будет хорошо, все будет как надо. Погнали.
Здравствуй, жопа, Новый год, блин. Здорово! Здорово, пройдешь? Проеду. Пойдем. Рождальники, да? Да, Мальков ловушки ставил. Да ладно, неужели опять все ловушки на суше? Вон высохли, да? Так, нам сюда. Так, нам сюда. Ну, пойдем посмотрим. Что-то в воде. Что-то в воде. Это хорошо. Значит, что-нибудь да зашло, наверное. Я так думаю. Так, с чего начнем? Давайте начнем с малых. Опа. Наших с малых ловушек. С крайней начинаем. Нормально, живем. Живем. Как мы видим, мальки залетели. Кое-что даже подохло вон. Все. Уже хватит на проверочку. Помоем немножко. Так. Вторая пошла. Уже хорошо. Третья отлично. Третья отлично. Так, не видно, наверное, да? Вот так вот лучше видно. Ага. Забыл. Четвертая. Замечательно. Вот они здесь пытались вылезти. Ладно, с этим потом разберемся. Сначала проверяем. Вот у нас столько уже живцов. Дохлых выкидываем сразу. Здесь, мне кажется, можно не проверять. Тут, наверное, пусто. Но на всякий случай глянем. Посмотри, даже что-то есть. Буквально пару штук. Буквально пару штук. Штук 8-10, не больше. Ну и ладно. Для общего количества пойдет. Что здесь? Здесь у нас два малька только. Ну, почему-то вот не лезет он в коричневые ловушки от слова совсем. А там, наверное, я так думаю, его очень много. Ну, по крайней мере, больше, чем здесь.
О. Да. Здесь без большой ловушки не обойтись. Ой, без большой. Вот это у нас. Так. Вот сейчас посмотрим, сколько влетело сюда в белую большую ловушку. Смотрим. Килограмма 3 влетело. Вот тебе и запас. Ну, вы сами все видите, как работает белая ловушка, прозрачная. Мы еще помоем ее. И как работают черные ловушки. Не знаю почему, но в черные не хотят лезть совсем. А в белый вон влетели, так влетели. Все, сейчас мы это кидаем в садки, наше богатство. Вот-вот. Ловушки кидаем по новой, уже сюда чуть глубже. И быстренько-быстренько едем, чтобы спасать вот этих жильцов. Закинем в тюрьму, в садки. Оставим чисто для проверки. Все. Здесь у нас все как обычно. Буквально немножко отрубей. Все, больше не надо. И переставляем. Ну ладно, как мы переставим, увидим на следующей проверке. Это как бы ничего такого интересного нет. Просто вот так вот кидаем, да и все. И они сюда залезут сами. Сейчас мы это тоже сюда, туда поглубже закинем в кусты. Ну, эти тоже пусть барахтаются, беспонтовые. Беспонтовые кегли, скажи, беспонтовые. Вот так вот. Так, ну вот, друзья, потеряли 2 часа времени. Зато теперь у нас есть запас жильцов. Привезли, закинули в кусты. И поехали на проверочку. Вон они здесь в кустике. 4 бутылки с запасом. Не знаю, правда, если вода прибудет, они могут утонуть, но, надеюсь, прибудет ненадолго. Поехали на проверочку.
Ну, посмотрим. На сутки мы продольники оставляли. На 1,5 суток еще никогда. Если что-то останется, будет чудом. Так, здесь у нас были ерши. На налим. Судя по тому, что натяжки нет, значит нет и налимов. Все, снимаем ершей, наживляем малявку. Так, ну а здесь должны были быть малявки. Малявка была мелкая, мальки, живцы. Но они были, так что чисто теоретически я должен быть зацеп. И здесь кусты, везде кусты. Куда ни взглянь, одни кусты. Ага, был окунь, хороший окунь, но и сдох. Вот такой вот окушок был и подох. Ладно, возьмем собакам. За 1,5 дня жабры побелели. Ничего страшного. Есть кому кушать. Это еще хорошо, что на песок не попали, который засыпает. Так бы мы сейчас за такое время замучились грузы отдирать. Да ладно. Что-то еще и осталось, что ли? Ну да, язёк идет. 1,5 суток болтался. Идет язёк. Уставший такой, уставший. 1,5 суток в пути. Отмучился. Ну вот, еще и что-то мы поймали. Еще и не пусто. Бывает и так. Пока посмотрим. А, ну да, он петлей зацепился, как кукан получается, об нижнюю губу. Он порвал все. И петлей. Так что ему было суждено остаться. Ну вот. Даже с уловом будем сегодня. С большим, небольшим не знаю, но улов уже есть.
Опачки. Что-то натяжка. Какая-то натяжка. Ух ты, кто-то и дергает еще. Мало того, что натяжка, еще и дергает. Ясь. Язентий. Язентий Палыч. Заглотил, что ли, нет? Давайте попробуем так поднять. Дождался, малыш. Как раз консервный размер. Ну и все. Остальные посрывались. Так, здесь что-то какая-то авария. Порвата. Порвалась веревка. Порвалась веревка. Порвалась веревка. Там-там-дара-там. Поменять бы надо бы эту веревку. Эту веревку. Там-там-дарам-там. Ну, а пока свяжем. Ну, а пока привяжем. Сделаем ремонт этой веревки. Там-тарам-та-там. И так еще походит. Не один годик. Не один годик. Пам-парам-пам-пам. Да, не густо, сегодня не густо. Я понимаю, что не пусто, но совсем не густо. Бля, еще ветер гребаный. Поворачивай нафиг. Все равно под мотором, бля. Нет. Непонятно где, бля. Засыпала подлодку, что ли? Трупак. И пусто. Вот такой вот еще окушок-трупачок. Собачий корм. И сдох. Туману сварим. Здесь что-то натяжка. Здесь даже есть натяжечка. Ясь. Хо-хо-хо-хо. Дождался, что ли? Да ты что? Опа, зацеп, зацеп. Тихо, 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 тихо. Дождался, так жди. Дергаешься там, блин. Все. Ты на месте. Хороший яйц.
Вот тоже попал за нижнюю губу, запутал сам себя. И как в кукане получается. А только благодаря этому он и дождался. Так, третий язь. Третий язь за всю проверку. Охренеть. Вот это результат. Такого результата у меня еще не было. Ну был. Когда только закинул и сразу проверил. Самый первый раз, 16 мая. Но еще не вечер. Еще там пару продумочек есть. Так. Раз, два. Три, наверное. Сейчас посмотрим. Бляха, под мотор ушел. Опа, язёк. Что, дадим ему шанс, которым он не воспользовался. Консервный размер как раз то, что надо. Как раз вот собираюсь сделать консервы. Вот это самое то на консервы. Подвязочки такие не крупные. Будем делать мы консервы. Будем делать мы консервы. Так. Что-то даже идет вроде бы как. Все запутано, но что-то идет. Не вижу пока. Опа. Вижу буйного. Вижу буйного язя. Отпускать его нельзя. Вижу буйного язечка. Полезай ко мне в сачочек. Пятый. А теперь горбатый. Пятый. Вот какие они худые после нереста. Если неделю назад они были брюхатые, как не знаю кто, то сейчас не знаю. Худющие. Отнерестились, бля. Так, 5 язей у нас есть. На пару консервов. На закладку консервов надо 7,5 килограмм. Так что этого пока, естественно, не хватит. Но ничего страшного, у нас вот один продольничек еще остался. Будет там, не будет, это не важно. Самое главное, мы насадили свежими живцами. Отработаем. После работы мы это дело все по новой проверим и посмотрим. Вот тогда-то мы посмотрим наших язёчков. Все. Крайний последний продольник. Крайний последний продольник. Что же сегодня ты дашь? 1,5 суток тебя не проверяли.
Ну вот видите, как крутит, бляха. Как я не люблю с ветром проверять. Засыпал еще. Скоро здесь будет песок. Вон до туда все высохнет. Здесь будет берег. Вон уже песок, где кусты уже сухо. Берег. Если от дождей вода не прибудет, скоро здесь все обмелеет. Так, да ладно. Окушочек. Дохлый окушочек. Собачий корм. Вот такой вот попадал окушочек и не дождался, потому что окунь заглатывает капитально. Так, что мы имеем в утреннем сегодняшнем улове после полтора суток мы не проверяли. Имеем вот такие вот 3 дохлых окуня, собаки. И получается 1, 2, 3, 4, 5 язеек. 5 язей, 3 окуня. Дело не в улове. Главное, мы поймали живцов. О, какая високрылка. Самая лучшая для хариуса. Самое главное, мы насадили свеженьких живцов, поймали запас живцов, если не пропадет, если вода не прибудет резко-резко от дождей. Это главное. Теперь мы съездим на работу и после работы проверим наши продольнички. И вот тогда мы увидим езей, я так думаю, и не только. Окуней, может быть, хариуса. Бог даст налима, то это будет очень хорошо. В общем, до вечерней проверки. Скоро. Тикс, 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 тирик, тик, тик, тирик, тик, тик. Тик, тирик, тик, тирик, тик, тик, тирик, тик, тик. Тик, 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 тирик, тик, тик, тик. Тирик, тик, 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 тик. Так, чё, язёчки, поплаваем. Ох, сколько икры здесь. Я представляю, если она еще оплодотворится. Было бы неплохо. 3, 4, 5, не знаю, выживут, не выживут. В принципе, должны, если им хватило кислорода. Так, с этими разобрались. Теперь с этими живцами надо разобраться. Вот так вот. Одно, другое, третье. Потихоньку складывается наша рыбалка. Вроде бы ничего сложного с одной стороны. С другой стороны, без какого-либо этапа что-нибудь да поймать сложно.
Так. Готово. Теперь вот это. Теперь вот это сюда. Тут надо воронку, конечно, большую с бутылочки. Опа, кому-то повезло. Кому-то повезло. Кто-то убежал, а кто-то не успел. Так, все. И оставляем это дело до обеда. После работы мы сюда вернемся.